Дорогие друзья, я буду говорить на английском, но думаю, позже буду говорить больше на русском. Потому что думаю, что важнее понимать друг друга. И я думаю, что цель наших дебатов – не ругаться, а понимать друг друга. И я хочу начать с объяснения своей позиции, которая напрямую относится к главной теме дискуссии. Сперва, у меня есть мечта, как сказал один великий человек, который сидит недалеко от нас. И моя мечта, допустим, глобальный Европейский Союз. Союз отдельных государств, территорий, наций, которые отдельно развиваются так, как им хочется развиваться, но которые в то же время не разделены. Не разделены границами, которые не разделены налоговым бременем, которые не разделены таможней, которые не разделены разными законами, где люди могут передвигаться свободно, свободно взаимодействовать, свободно жить и быть вместе. Это моя мечта. И все, о чем мы спорим здесь, мне кажется, это должно быть продиктовано определенной мечтой. Может, у меня одна мечта, а у другого совершенно другая мечта. Но давайте поговорим о цели. И давайте поймем, как достичь эту цель. Для политика, я думаю, что единственная достойная цель деятельности является процветание его или ее избирателей. Потому что им нужно процветать. Они должны быть счастливыми. И иногда люди даже могут жить бедно, но быть счастливыми в своей жизни. Я думаю, что бы мы ни предлагали, что бы мы ни делали, должно быть оценено этой главной целью в данный момент. У всех, кто сейчас сидит в этой аудитории, есть один общий враг. И этот главный враг находится в Москве и Кремле. И он должен быть побежден и уничтожен. И намного легче уничтожить этого врага, если мы будем работать вместе, а не раздельно. Потому что наш враг находится не в Чечне, наш враг не в Бурятии, наш враг не в Якутии, наш враг находится в кровавой Москве. Нам нужно вместе добраться до них, не теряя ресурсы, не теряя людей. Нам нужно добраться до Москвы, чтобы сделать решение. Но что случится дальше? И как достичь эту цель? На данный момент мы находимся в столице свободного мира, где есть много страхов. И эти страхи вызваны возможным распадом России. И они говорят про ядерное оружие. И, конечно, они не говорят, что новые страны начнут ядерную войну между собой. Нет. Они говорят, что во время переходного периода кто-то может украсть боеголовку и продать ее Ирану, Северной Корее или террористам. Понимаете? Дело не в контроле. Дело не в том, кто нажмет красную кнопку. Нет. Проблема в том, что в ситуации хаоса все, что угодно может случиться. И это мешает Америке помочь не только тем, кто сидит здесь, в аудитории, но мешает и помочь Украине, чтобы победить в войне. Потому что они боятся хаоса, который может возникнуть. На территории сегодняшней России у нас должен быть ответ на это. В конце концов, у нас есть опыт Советского Союза. И этот опыт в определенных моментах позитивный. Например, сам распад. Но в некоторых моментах опыт был негативным. И некоторые страны, которые появились после распада СССР, все еще существуют в ужасной диктатуре. И некоторые страны стали намного беднее, чем были. Некоторые страны потеряли огромное количество населения, когда они были в Советском Союзе. Однако другие страны, например, как Украина, нашли свой собственный путь. Их путь и их будущее. И поэтому нам нужно думать вместе. И я думаю, что это намного легче,
Если какой-то распад может случиться, то он случится в цивилизованном виде, в заранее спланированном виде, если мы будем вместе, а не раздельно. Спасибо большое. Я очень коротко тогда скажу. По геополитике, мне кажется, есть две больших опасности, которые могут сопровождаться, которые будут сопровождать, если будет происходить развал России, коллапс. Первое, это, как уже здесь многие коллеги упомянули, это ядерное оружие, опасность его попадания, в том числе в руки террористов и, в общем, разных других групп такого же происхождения. И второе, по моему мнению, это касается в большей степени территории Сибири и Дальнего Востока, это Китай. Что в случае, если Россия начнет распадаться, да, это означает, что тогда это будет приводить ко многим коллапсам, и в том числе с точки зрения обороны. Уже сейчас можно сказать, что Россия и так уже находится, да, в состоянии коллапса, уже довели ее до такого, то есть система вся разрушена государственного управления, то тогда я не исключаю, я считаю, что это одна из больших вероятностей, что Китай просто введет войска, и никто не сможет сопротивляться. Некому будет сопротивляться. И это большая проблема, я считаю, которой необходимо об этом думать. Спасибо. У меня есть еще некоторые идеи относительно того, что Аркадий сказал по поводу главных игроков. Да, это, опять же, Китай и Соединенные Штаты. И мне кажется, что если будет происходить развод, скажем так, внутри России, то необходимо, чтобы он был контролируем. Да? И мне кажется, было бы важно, чтобы, не знаю, международная коалиция там, под эгидой коалиции и так далее, чтобы все-таки можно было бы не допустить того, что может произойти по худшему сценарию. Спасибо. Вы не первые, кто утверждает о том, что нас ждет что-то страшное в случае развала России. Мне бы хотелось ответить вам следующим образом. Скажите мне, а что страшнее того, что сейчас происходит, нас может ждать? Вы понимаете, что сейчас идет континентальная война в Украине, где практически ежеминутно гибнут люди. Гражданские, военные, с обеих сторон. И применяется весь спектр вооружений, которые есть у обоих сторон. А он очень широкий. Он самый широкий со времен Второй мировой войны. Такой войны еще не было. Что еще страшнее может быть? Вот никаких, понимаете, нет ничего страшнее того, что уже есть, того, что уже было, они не придумают. Это просто физически невозможно. То есть это надо просто поставить на каждые 200 километров концентрационные лагеря смерти, где просто уничтожают людей. Если кто-то будет выстраивать эту систему, то да, я скажу, нет, будет хуже. Но то, что сейчас уже есть, то, что сейчас происходит в Чечне, в Ингушетии, то, что происходит на Северном Кавказе, когда любого человека, абсолютно любого, могут остановить, убить, да и в России тоже могут. В том же самом, в любом месте. Почему сегодня мы говорим о Китае, который не напал на Тайвань, который не напал на Россию, не нападал ни на кого? Почему сегодня мы говорим, ах, если не будет? Китаю нужно кормить миллиарды своих людей. И Китай очень хорошо, в отличие от России, умеет считать свои деньги. Поэтому, когда Китаю говорят о том, что против вас будут введены санкции, в Китае сидят здравомыслящие люди, которые говорят, да, нам это не нужно, потому что мы потеряем больше. Никаких таких природных богатств, которые на данный момент недоступны Китаю, на той территории, на которую он якобы претендует, или которую он не может оттуда извлечь, не начиная какие-то политические авантюры, нету. Китай может в любом городе открыть компанию, поставить охрану и добывать все, что ему нужно, и доставать все, что ему нужно. Для этого ему не нужно влазить во все проблемы. Поэтому я считаю, что пугать, говорить о каких-то опасностях со стороны Китая, опасностях со стороны того, что начнется хаос и будет неконтролируемый. Ядерное оружие – это не кухонный комбайн. Он не от кнопки заводится.
Это гораздо более сложный технологический процесс. Поэтому продать кому-то в чемодане ядерную бомбу, извините, невозможно. Иначе бы их давно продали бы и давно купили бы. Это просто, я не вижу ни одного минуса от той ситуации, от той точки, в которой мы находимся, к тому, к чему мы идем. Я там минусов не вижу. Да, будет экономически тяжело, безусловно. Придется жить посредством, придется жить огородами и так далее. Это да, это неизбежно. Но в отношении ценности человеческой жизни, соблюдения прав человека и перспектив на будущее, это совершенно другие оценки, которые сильно расходятся с желаниями россиян сохранить за собой все территории. Раньше угрожали ядерным оружием, если вы тронете Россию, теперь угрожают Китаем. Интересно, Китай вообще об этом знает? Что его используют как угрозу теперь? Я сильно сомневаюсь.